друзья! С вами ведущие третьего выпуска школьных новостей Семенова Анна и Фокин Илья. И мы начинаем! Конец ноября всегда знаменуется масштабным по программе Днем здоровья. Очень насыщенный день выпал на 19 ноября. Это веселые старты, Смотр агитбригад «Мы за ЗОЖ», спортивные эстафеты, соревнования по баскетболу и много чего интересного. Наши корреспонденты Виталий, Настя и Даша осветили все эти события. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Диля. Тебе понравилось проводить эстафету? Да, очень, это было очень классно, все очень волновались, но все молодцы. Мальчики, привет, из какого вы класса? 10 Г. Мы из 10 Г. Понравилась ли вам игра? Очень. Да, мы стали сегодня чемпионами. Да. По-моему, очень заслуженно. Какое вам больше всего задание понравилось? Что? С розовым шариком бегать тема. Да. Почему именно розовый? Гламурный. Да, и с пупырышками. Да, кто какое место занял? И чемпионы. Мы Чемпионы. заняли все. В душе все первые заняли. Ура! Ура! Привет, из какого ты класса? 10 Б. Какое место вы заняли? 3. Понравилась ли тебе эстафета? Да, мне понравилось. Было весело, и мне как бы не важно то, что мы слили. Задания были интересные, с классом повеселились. Всем привет, меня зовут Виталий. Я на соревнованиях по баскетболу среди 8 классов. Ваш девиз? Всем привет! Сегодня будет проходить мероприятие среди 6 классов «Мы за ЗОЖ». Век технического прогресса и развития космических технологий, как вы думаете, что всего дороже? Правильно, здоровье. Семья – самое уютное и теплое место на земле. Здесь человек по-настоящему счастлив. И в школе, конечно же, не обходится без недели семьи. В рамках этой недели дети писали сочинения, рисовали, выступали в самых различных мероприятиях с творческими номерами вместе со своими близкими. Давайте посмотрим репортаж Ани Федоровой с конкурса семейного творчества «Две звезды», который состоялся 26 ноября. Сейчас мы находимся на семейном конкурсе «Две звезды». В этом конкурсе принимают участие родители и их дети.
нашем конкурсе 2 звезды. И ваша звезда обязательно зажжется. А пока жюри подводит итоги, для вас поет Карина. Встречаем бурными аплодисментами. И, наконец, гран-при нашего конкурса Афанасьева Аделина и Егорова Ольга Петровна. Вика! Как долго вы готовили свое выступление? Во-первых, я работаю в Государственном театре эстрады. Моя профессия — быть певицей. И, естественно, я свою дочь тоже немножечко так приучала к пению. Поэтому этот номер был у нас изначально уже готовый. И мы сегодня его тоже очередной раз исполнили с удовольствием. Вам понравилось это мероприятие? Ну, во-первых, мы участвуем в первый раз. Очень как-то странно. Себя немножечко почувствовала школьницей, немножко впала в детство, скажем так, да? Очень хороший, позитивный, ребят, все зрители, болельщики, активные. Все очень здорово. А что вы добавите? Мне вообще самой очень понравилось. Выступление других участников тоже очень хорошее. Да. Очень хорошее выступление. Как вы долго готовили свое выступление? Мы где-то 3 дня, наверное, готовились. Выбрали песню давно, но искали фонограмму этой песни долго, наверное. Поэтому репетировали только 2 дня, наверное. А как вы давно занимаетесь пением? Мы таким пением не занимаемся, просто с детства поем и все. Профессионально так не занимаемся. Сегодня мы снимаем рубрику «Вопрос-ответ». Сегодня у учащихся и учителей нашей школы мы будем спрашивать, в какую страну они хотели бы полететь и почему. Какую страну ты бы хотела посетить и почему? Я хочу посетить Египет. Вообще очень давно об этом мечтала. Хочу посмотреть на пирамиды и на этого сфинкса. В какую страну ты хотел бы полететь и почему? Я не хочу никуда лететь. Якутия? Да, так. Молодец, Я бы хотела посетить Францию. Там очень красиво. Это город любви. Франция, One Love. Вообще очень хочу. Я хочу полететь в Питер. Именно в город Питер, да? Да. Почему? Потому что в Питере красиво. Я хочу полететь в страну Канада и попробовать настоящий кленовый сироп. В Японию. Посмотреть цветение сакуры. Спасибо большое. У меня к вам большой вопрос. В какую страну вы хотели полететь и почему? Во Францию, потому что там очень много красивых и умных людей. Скажите, пожалуйста, в какую страну вы хотели полететь и почему? Если честно, то меня не особо увлекает путешествием по иностранным государствам, потому что мне кажется, что наша страна и так уникальна, и я даю предпочтение путешествиям по России. Спасибо большое за ответ. Здравствуйте, с вами «Полезные советы» и ее ведущая Макарова Милена. Мало какой из праздников так сильно увлекает, как Новый год. И наверняка лучший способ прочувствовать дух праздника – это хорошо к нему подготовиться. И вот 10 лайфхаков. Прикрепите светодиодную гирлянду к центру елки, чтобы добиться эффекта свечения елки изнутри. Сделайте художественные украшения из палочек от мороженого, которые вы сможете подвесить где угодно. Оберните новогоднюю гирлянду вокруг вешалки, чтобы препятствовать его запутыванию. Хорошим подарком также будет коробочка с печеньем. Делайте коробочки из картона или старых коробок и оберните фольгой. Печенье с предсказаниями в канун Нового года будут кстати. Чем клеить бумажные снежинки клея, можно прямо на клей рисовать горячим клеем. Следов не оставит и отклеивается намного проще, чем рисовать. Все-таки проверьте, так ли легко отклеится ваш клей. Также можно обвязывать стулья красной лентой, будет очень красиво. Можно сделать красивые надписи с помощью клея и блесток. Напишите или нарисуйте то, что хотите клеем, и посыпьте блестками. Дарить приятные мелочи можно в стеклянных банках, которые легко найти в любом хозяйственном магазине. Положите подарок в банку, украсьте ее лентой и миленькой открыткой для адресата. Он точно ценит ваш креативный подход. Если вы не хотите чувствовать неудобства после новогоднего ужина, просто перед этим выпейте актированный уголь. Вот и все наши советы к Новому году. До свидания.
Друзья, на этом наш выпуск подходит к концу. Ну а мы с вами не прощаемся. Заходите к нам в гости на YouTube канал, ссылку вы сейчас видите внизу. У нас там много чего интересного. И будет еще интереснее, ведь мы готовим новогодний выпуск школьных новостей. Оставайтесь на связи. До встречи! Франция, Германия, Италия, Испания. Сложно. Мероприятие очень важное. Ой, не так близко, пожалуйста. Ты вообще красавчик, оказывается. Первый раз не понял правила, но второй раз все понял же, да? Я не понимаю, как ее регулировать, конечно, ну ладно. Вот я ни хрена не понимаю. И мы, и мы. Все наладили. И покидали. И мы начинаем. Дети писали сочинения, рисовали, выступали с творческими номерами вместе со своими родителями. Давайте просмотрим. Семья. Пойдем с конем по полю, сяду я верхом на коня. Один куплет опустили. И в школе, конечно же, не обходится без недели зим. Севи! Да. Это что такое? Айка задеградировали. Снят. Должны к этому шли. Wait for them to ask